Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Я хотела про папу своей рассказать, что мой папа, он был бухгалтер, он учился бухгалтером, он не работал бухгалтером. Потом я спрашивала: папа, почему ты не хотел работать бухгалтером? Он говорит: потому что вдруг думал, что набираю вес или мне голову лисий становится, по две причины. Еще он сказал, что вдруг это взятка потом, как это и там взял у кого-то, боялся Аллаха, что взятку как это не взят. Ну, люди же разные бывают. А потом еще он сказал, что это мой дядя, моей мамы брат, он был это ветеран Отечественной войны. Его это травили, это на арбуз. Он тоже был это бухгалтер, когда он э, должен был пойти на как это высшая категория, его отравили на арбуз. Он когда приехал домой на лошадь, домой к жену, он сказал, что после арбуз неплохо стал. Он врывал это кровь, еще не успели приехать это врачи, скончался, а причина смерти это отравили это ядовитые вещества в арбузе. Папа, я говорю: папа, ты испугался, что тебе тоже отравят? Он говорит: ну, может быть, это ну, насчет это, говорит, не думал. Он просто не хотел, как набирать вес, сидящая работа. И еще не хотел, как это, облизить, что голову лисой стало, и, ну, взяткой. Поэтому он работал разные работы. Он работал на заводе, на фабрике. А вот когда у него это был отпуск, это месяц, на месяц отпуск, он это с друзьями поехали в это Казахстан на подработки, это строить это дома из глины. Вот мой папа такой человек был. Но он не курил, не пил, ни на свои, ни сигарет он ни разу в жизни не курил. А спиртные тоже он не пил. Но он как это человек, он был честный, он был человек очень это, как сказать, верующий. Он это свою жену, как это тоже это, как это, руку не поднял. Все это потом друзья сказали, что ты под каблучкой, что ли? Он сказал: не трогайте меня, идите в своей этой семье разбирайтесь, не трогайте меня. Как хочу, так это буду со своей семьей. Мой папа, он был примерный человек в нашем этой улице, где мы жили. Он был пример, моя мама тоже была пример. Моя мама, она, мой папа пример в том, что он это не ругал нас, это не обидел ни жену, ни нас, детей, да, 6 детей мы выросли в семье. И семье тоже, соседей тоже он всегда помогал это им. Мой папа, он это всегда, это был, это, как это, вот на похорон он всегда помог этим людьми. Он это копал это могилы, помыл это человека и одел это вот, как это белая одежда, как называется по-русски. Не могу сказать сейчас, но это, которыми одели это мусульмане, да, он это одел, это, этот, мертвый, и вот таким образом он помог. Еще на это свадьбу тоже он пару раз поваром тоже работал. Ну, подработал. Не подработал, помог это, поддерживал. А моя мама, она была тоже это пример для этого нашего, где это мы жили. Она на колхозе работала, моя мама, вся жизнь. И она это, все это наши лепешки она могла печь, все наши, э, как это, национальные блюда, традиционные это одежда, она все это могла, штартниха еще она была. Она была, моя мама, талантливый же человек, и как мудрая женщина, самая лучшая мама на свете. Она тоже нас не ругала, без никаких это, как это, бит, без никаких скандалов, как это, повышение голоса. Шестеро детей с папой вдвоем они воспитывали, подняли нас на ноги. Вот такие мои родители были. Они самые лучшие родители на свете. Самые лучшие мусульмане на свете, что они ни мартышинские слова вообще они не пользовали, кроме добрые слова. За Дастарханами сидела папа, мама, 6 детей, 8 человек, это член семьи. Сидели, мой папа юморил, прикалывал, а моя мама, она она была юмористка, но она громко не смеялась. Как мой папа громко смеялся, моя мама говорит: потише, пожалуйста, соседи слышат. Мой папа говорит: пусть слышит, пусть это завидует. Мама говорит: нет, это нехорошо, потом они сглазят. Вот так я помню, что у нас такая семья была, пример для нашего, где мы родили, выросли и жили. Вот мои родители такие были. Мой папа потом, в итоге он вышел в пенсию, как это, охрана, он работал на это
техника, который рядом, это нашем, где мы жили, охрана работала и вышла на пенсию. А моя мама, это на колхозе работала, она заслуженная колхозница была. Она ей дали это еще участок земли за ее это, ну, труд. Бесплатно 6 соток бесплатно дали. И сказали, откуда хочешь, это сначала ты выбираешь свою эту земли, потом другие участок, потом другим раздаем. Вот такая моя мама была заслуженная, это колхоз. Колхоз, не целый колхоз, на колхозный союз не ошибаюсь. Вот. Вот так мои родители такие были. Самые лучшие родители на свете. Не забывайте ставить лайк, подписаться и поделиться, пожалуйста.